Крылья Алтая. Фильм Хамида Сардара. Роди Бергену 14 лет. В этом возрасте живущие на Алтае казахи учатся орлиной охоте. Рода отправился к своему дяде шейку Пауле, уважаемому члену рода Янтики. Он живет в районе Дилун в Западной Монголии. Шейк Паули Аксакал, белобородый, так казахи именуют людей почтенного возраста. Он дрессирует орлов, чем прославился на весь Улагейский аймак. Паули – один из последних людей, кто умеет дрессировать орлов для охоты на волков. Марко Поло был поражен мастерством древних казахов, о чем в конце XIII века написал в своей книге. Дрессировка орлов в охоте на волков увековечивает казахское предание о том, что на Алтае 3 хищника – волк, человек и королевский орел. Хищная птица воплощает бесстрашную душу воина. Дрессируют обычно женских особей, потому что они сильнее и более свирепы, чем самцы. При этом дрессировщики относятся к самкам с большей нежностью, что важно для культуры, в которой мужчины редко публично проявляют чувства к своим женам. Орел – это дар свыше. Разводить и дрессировать их – древняя казахская традиция. Мы дрессируем орлов, охоте на кроликов, лисиц и волков. К людям и домашним животным они при этом агрессии не выказывают. С началом лета Паули и Рода отправились в горы на поиски молодого орла для будущей охоты. Паули заметил балапана, орленка, еще не умеющего летать. Паули дает Роди последние советы перед тем, как мальчик схватит драгоценного спутника, чья участь была решена за него. Каменистые долины на западных склонах Алтая на высоте 2500 метров – дом для казахов и королевских орлов. Мать орленка, вероятно, улетела на поиски пищи. Рода должен успеть забрать птенца до ее возвращения. Завяжи ее покрепче, но не слишком, иначе задохнется. Этот орленок – птенец королевского алтайского орла. Взрослая особь весит больше 10 килограммов,
а размах крыльев достигает 3 метров. Осторожно опусти ее вниз. Еще. Еще. Какая красивая. Орленка мучает жажда. Он задыхается. Дома ему дадут вдоволь напиться. Роди повезло. Это прекрасный орел. У него сильные ноги и хорошо сложенные крылья. Чем мы будем ее кормить? Кроликами и сурками. За зиму она наберет в весе и отрастит перья. Мы сделаем ей кожаную маску с серебряными заклепками. Казахская пословица гласит: «Орел рассеивает тьму человеческого сердца». Орел приносит в дом свет. Балапан привыкла к домашним животным. Она не должна считать овец и коз за потенциальную добычу. Во времена коммунистического режима частные стада были объединены в колхозы. Маршруты кочевания были ограничены централизованной плановой системой. После распада Советского Союза многие, как и Паули, выкупили свои стада и вернулись к образу жизни предков. Некоторые овцы бросают ягнят сразу после родов. Еще достаточно холодно,
И новорожденный ягненок, ковыляющий на слабых ножках в конце стада, почти не имеет шансов на выживание. Хищники не дремлют в ожидании легкой добычи. Нашел еще одного. Жена Паули, Демиген, дает оцепеневшему ягненку укрепляющий отвар из кореньев. Чуть позже Рода вернет малыша его матери. Положи его около печки. Продолжай искать других. Че? Че? В течение лета все животные остаются на попечении пастухов. Их уводят на высокогорные пастбища. По окончанию сезона стада возвращаются в долину. За лето овцы и козы накапливают достаточно энергии. Мясо убитых животных казахи замораживают и едят в течение зимы. Внутренние органы съедаются сразу же. Жир